Як і обіцяли, політик-блогер, були політв'язень Сергій Ціхановський в нашій студії. Вітаємо, дякую, що знайшли час і прийшли до нас, Сергій. Добрий вечір. Напевно, бачили хоча б уривки з гэтага фільму, ці є що сказати ось по фактах, які огучили пропагандисты. Меня удивляет, что до сих пор какое-то внимание к этому вопросу. Вроде бы информация старая, 5 лет они ждали, потом решили опять ее снова повторить. Мне в СИЗО КГБ в 2020 году Лукашенко вот так сидел рядом, как вы, напротив меня, и говорил, какая Света хорошая, какая она молодец, в отличие от тебя, от Виктора Бабарики. Она, когда уезжала, она говорит, куда я поеду? И, значит, я ей говорю, да я тебе помогу, компенсирую на проживание деньги. И вот он мне сказал, что дал ей 15 тысяч долларов, только он сказал, значит, на то, чтобы она могла год снимать квартиру в Вильнюсе. Вот так он сказал. То есть Светлана, с его слов, не хотела уезжать, а он, ну, потому что ей некуда было. Но она соправду не хотела. Да, она соправду не хотела. И, ну, как она могла хотеть? Человек пришел в ЦИК подавать жалобу, а потом оказался в Литве. Ну, как это может быть? То есть, ну, это смешно. Они эту старую информацию гоняют снова и снова. Ці показывала вам Светлана гэты конверт с грошима тут уже, коли вы приехали? Нет, она мне не показывала. Но примечательно, что сбили звонки эти. Женщину недавно судили, по-моему, из Бреста, и меня вызывали свидетелем за то, что она мне 3 рубля задонатила, когда я еще был подследственным, то есть не был даже признан экстремистом. Финансирование экстремистской деятельности. А Лукашенко дает 15 тысяч долларов, да. ну или евро, как видите, сейчас говорят уже евро. Он говорил про доллары, там 17 свидетелей было. Он говорил 15 тысяч Але долларов. Светлана теперь кажет, что перелічила гэтыя грошы, и там аккурат евро, вы бачили? Видите, я думал, там доллары были. Потому что Слухайте, сама Светлана Ціхановская кажа, што ёй было вельмі сорамна казаць пра гэтыя грошы, таму яна маўчала гэтыя 5 гадоў. А чаму не адкрыла гэтую каперту раней? Пакуль сказала, можа пазней распавядзе ваша версія, чаму? Тут пытанне такое, што калі напярэдадні яна была ў гасцях у Мікіты Мелказёрава, ён задаваў ёй гэтае пытанне, яна сказала, што не час яна пакуль расказваць пра гэта не будзе, а анонс тэлеканал ОНТ даў загадзя. То бок цягам дня ці не варта было б наперадзе апярэдзіць іх і ўсё ж такі распавесці. Я не знаю почему. Я так понял, что это серьезная травма. Вообще все, что произошло в тот день, для нее это серьезная травма. Она со мной даже об этом не говорила. Но я спросил, я говорю, мне Лукашенко говорил про деньги какие-то, да, когда вот я вышел, я первые дни там сразу давал этот вопрос. Я говорю, так а что ты их не тратишь там? И она говорит, я хочу, может, я не знаю, может, нельзя это говорить. Она сказала, что я хочу приехать, вернуться и в лицо ему эти деньги бросить. Ну, это она мне так сказала. Тогда вот, где-то месяц с чем-то назад. Але цяпер мы маем іншыя варыянты. Яна кажа пра тое, што гэтыя 15 тысяч еўра трэба выдаткаваць на нейкія ахвяраванні, на добрую... Это надо у нее спрашивать, я этого не знаю. И мы с ней не говорили, сегодня мы с ней не разговаривали. Але калі яна у вас спытаецца, то што вы ёй параеце, што рабіць? Я ей сказал, если тебе не нужны, дай мне нужно покупать оборудование для съемок, там еще что-то, она мне не дала эти деньги. Вот я ищу деньги. До речі, є ще одна версія, яку озвучили в этом фільмі, що Павел Латушко хотів підпалити штаб. Вот вы чули так само. Верите в это? Это смешно. Лукашенко нам, кстати, на встрече говорил, что кто-то собирался что-то подпалить еще в 2020 году, но он не называл Латушку. Наверное, если бы это был Латушка, уже тогда можно было сказать. Он пытался, говорил, что там хотели сакральную жертву сотворить, там еще что-то. То есть тогда это у них просто какая-то версия была, а сейчас они решили назначить козла отпущения просто и все. Давайте так само послухаем реакцию самого Павла Латушки і вернемся у студыю да абмеркавання. Гэта тэлеспектакль для аднаго акцёра, які прыдумаў гэтую гісторыю, а пазней яго хаўруснікі падначаленыя пачалі рабіць гэтую прапаганду. Лукашенко, здаецца, аб'явіў год шаленства ў Беларусі. Але прабачце, ужо 31 год у Беларусі шаленства, таму што дыктатар, ён просто вар'ят. І бачна з гэтага матэрыялу. Пытанне адно. Скажыце, калі я такое планаваў яшчэ напярэдадні 9 жніўня, і пра гэта ведалі генерал Вакульчык, генерал Казакевіч, генерал Карпянкоў, чаму да гэтага часу не ўзбуджана крымінальная справа? Прайшло 5 гадоў. Супраць мяне і групы асобаў, якая планавала гэта нібы зрабіць. Чаму я не быў затрыманы у жніўні, у верасні гэтага года? Лукашенко, зрывай пагоны Карпенкову, Казакевічу і Вакульчыку. Яны не вартыя ўвогуле называцца афіцэрамі, бо яны не выконваюць сваіх службовых абавязкаў.
Учора вечарам адразу пасля рэпартажа на НТ я атрымаў пагрозу фізічную характара, а сёння раніцай у 5 гадзін раніцы, што я буду забіты ў сувязі з тым, што я нібы планаваў здзейсніць тое, што расказвае прапаганда ў сваім рэпартажы. І гэта абсалютна паўтарэнне той сітуацыі, і гэта накіроўваецца з тых самых крыніц КДБ, якія рабілі замах і напад на мяне ў Варшаўскім універсітэце. Гэта спецаперацыя інфармацыйная, прапагандысцкая і сілавая. Лукашенко хоча стварыць легенду, каб пазней пад гэту легенду арганізаваць чарговы напад у адносінах да мяне. Павлу Латушку поступаюць пагрозы ледь не кожны дзень, і па некалькі разоў да вас, Сергей, ці поступаюць падобныя пагрозы? Пока не слышал. Пока не слышал. Ну, наверное, я же еще не начал ничего делать, да. И когда я начну что-то делать, я думаю, что и мой адрес тоже. Але наўпроставыя закіды на адрес Лукашэнкі, у тым ліку пасля вашага вызвалення з вашага боку ўжо былі, калі вы сказалі, што цягам 3 тыдняў зможаце нанесці удар па лукашызму, нават пасадзіць на кол. Вось збіралі грошы. Цяпер вось як выглядае з гэтым сітуацыя? Бо вы былі вельмі расчараваныя, а беларусы моцна вас раскрытыкавалі за гэта. Так, і мы маем ужо 3 тыдні абяцаных, яны мінулі. Ці гэтая акцыя, яна дагэтуль актуальная, ці яна будзе? Да, но я понял вас. Я вышел с предложением сделать такой первый мощный удар, но, к сожалению, я не увидел поддержки в этом вопросе. То есть белорусы сказали, что мы уже надонатились, мы уже были много раз обмануты, и нам нужны четкие конкретные планы. Вот. И поэтому этот вопрос, этот удар, он отложился, он отменился, да, и ну, как я могу его нанести без средств каких-то, да? Ну, абсолютно никак. Вот, и поэтому... План же ж так само. Але конкретными планами вы не готовы делиться? Не понял вопрос. Вы кажете, что белорусы не готовы донатить, бо не ведают план. Да, да, я буду сейчас свои планы озвучивать четко, и я думаю, что люди, увидев конкретные планы, они будут под определенный... Вы зараз можете озвучить их? Сейчас нет. А вы просили собрать 200 тысяч евро. Ці собрана якая сумма на сегодня? На тот момент мы собрали 1000 евро всего. А на сегодня? Тот момент. А сейчас мы по этому плану больше ничего не собираем. А что с гэтымі грошамі уже собранными будет? Купил себе часы, наушники. Шучу, конечно. Сергей, калі вось казаць вот пра гэтую крытыку, так, некаторыя беларускія палітыкі казалі, што вам трэба адпачыць в санаторыі, што вам трэба прыйсці да рэальнасці 25-го года, бо вы жывеце ў 20-м. Як вы гэта ўспрынялі асабіста? Ці вы нейкім чынам пакрыўдзіліся, ці ўзялі да ведама гэта ўсё? Знаете, мне сейчас вот предлагают поехать отдохнуть, сейчас лето, там, на море покупаться. Но я просто не понимаю, как это можно сделать, когда ребята сидят в тюрьмах. Там. Вот я не могу просто поехать отдыхать. Ну, не могу себе позволить. Я поэтому рано встаю в 3 часа, там, в 4. Сегодня я уже в 4, у меня созвон был с Нью-Йорком, да. То есть я встаю очень рано и ложусь очень поздно. Вот не могу просто Вадим Прокопьев аккурат сказал, что вы зараз поедете в США, вы отрымали визу. Да, виза есть у меня. И первый человек, с кем вы сустрэнетеся, это будет аккурат Прокопьев. Ну, он хочет со мной очень поговорить. Я не вижу проблем там с ним побеседовать. Які ввогуле план? Вы маете... По США. Я хочу... Моя основная цель – это освобождение всех политзаключенных. Вот. Вторая цель – это встреча с белорусской диаспорой в разных штатах. То есть там от многих штатов уже поступили предложения встретиться. Это и встречи в залах будут, и какие-то неформальные общения на барбекю, котлеты по-тихановски. Вот. И, конечно, я хочу встретиться с американскими политиками, дипломатами. У меня есть определенные свои предложения, и я хочу их сделать. Я тоже не могу их озвучить, потому что это сюрприз должен быть для наших оппонентов, если они будут приняты. Если я их озвучу сейчас, то это никакого сюрприза не получится. Вот вы аккурат згадали про то, что маете визу на то, как поехать у Злученные Штаты Америки, а наши телеглядачи пытаются, что не агучена была информация, ці политвязни, те 14 особов, ну не все там, конечно, были белорусами, але белорусы, ці яны выехали, и вы у приватности, ці выехали с документами, ці вам отдали паспорт, то есть вы тут на месте паспортом белорусским? Да, паспорта у нас были у всех, а паспорта передали американской стороне, когда нас пересадили с одного автобуса в другой, с мешками на голове, в наручниках. Я подсматривал, так немножко приподнял мешок и видел, как передавали паспорта, сверяли там количество человек и фамилии.
То есть паспорта. Але калі казаць вось пра падзеі 20-го, у якіх вы толькі на самым пачатку бралі ўдзел у якасці чалавека, які збіраў подпісы за сваю жонку, а таксама ваше відэа на канале «Страна для жизни». І 25-м, ці у вас адбылося вось зараз асэнсаванне тое, што беларусы змяніліся і ўвогуле сітуацыя цалкам змянілася за 5 гадоў? Ну, ситуация изменилась, да. Ситуация изменилась, и мне не нравится. Может, были в изоляции? Мне не нравится, ведали? как она изменилась, эта ситуация. Мне не нравится, как сейчас люди уже многие ассимилировали. Уже некоторые, я вот сейчас разговаривал, уже паспорта польские получают. Вот, они уже поляки. Вот. Мы потеряли уже этих. А вы атрымали пашпарт Новой Беларуси? Я, да, Новой Беларуси, да, отрымал. Чему? Ну, почему нет? Я, к сожалению, расстроен, что с этим паспортом пока мы ни в одну страну мира не можем въехать. И вот эти вопросы нужно решать, чтобы наш паспорт признавали. И это серьезный удар был бы по диктаторскому режиму. Но я не знаю, почему этот вопрос не сдвигается с места. Это большая проблема. Вы кажаце пра тое, што вельмі моцна змянілася сітуацыя, змяніліся беларусы, то паўстае пытанне ўсё ж такі змены ў Беларусі, якім чынам магчымыя? Ці гэта вы верыце ў мірны нейкі шлях, ці ён магчымы, ці ўсё ж такі гэта мае быць той самы моцны удар? Вы меня с этим ударом неправильно поняли вообще. То есть это не какие-то ненасильственные действия. То есть у меня был определенный план, я не хотел его озвучивать наперед, я хотел собрать средства, чтобы его реализовать. Вот. А сейчас я абсолютно поддерживаю свою супругу, ее команду. И я верю в то, что можно еще предпринять некоторые шаги и дипломатическим путем. Это самый правильный, это самый безопасный путь прийти к переменам. Но сейчас уже никто в это не верит. Вот почему-то один я еще остался, который верит. Я, в отличие от своих коллег, считаю, что нужно поставить четкий дедлайн. И, допустим, это будет 9 августа следующего года. Для демократичных сил в Беларуси. Да, для того, чтобы еще раз попробовать. А вот эта идея с круглым столом с Лукашенко могучая. Так. Вот аккурат хотелася удакладніць, ці тое, што вы кажаце пра магчымыя змены, менавіта узгадываете той самый круглый стол, про который демократичные силы зараз? Я мало верю, что он сядет за какой-то стол переговоров. Вы видели, мы с ним сидели уже один раз за овальным столом в 2020 году. Он с оппозицией может сидеть за одним столом только когда они будут все в наручниках. Але калі вы не верите ў гэты круглый стол, то про какие дипломатичные стосунки вы маете на увазе? Какие заходы? Вы знаете, сейчас вот мы видим, что те санкции, которые были введены, то давление, оно начало приносить уже плоды. 400 примерно политзаключенных освободили. То есть сейчас санкции эти работают, их не нужно смягчать, нужно усиливать давление, и режим уже заинтересован в том, чтобы и снимать эти санкции, ослаблять эти санкции, налаживать отношения с Западом. Все, он уже дошел до определенного предела, когда он хочет уже сам избавиться от политзаключенных, он сам уже авансом освобождает людей. І, до речі, заочно до вас звернувся, не називаючи ваше ім'я, ви адреагували. Чому ви лічите, що Лукашенко ось так триггерить его от вас? Он хочет ослабления санкций, он обещал уже своим людям, что санкции не будут вечно, что их скоро снимут, помните? И время идет, а их не снимают. Время идет, а эффект от них, он есть, и он никуда не делся. Хоть они там дают свои цифры, но в любой момент, сейчас вот остановится транзит китайский, который идет через Польшу в том числе, да, железной дорогой. Все. Ему уже Си Цзиньпин сказал, то есть надо что-то решать. Он поэтому и выпускает. Это уже с прошлого года. Вы обратите внимание, когда президент Дуда ездил к Си Цзиньпину, почему он ездил. И потом начали отпускать политзаключенных. Здесь работа не только администрации американской, да, это работа европейских тоже политиков, дипломатов. А вам не падаецца, што сітуацыя абмежавання еўрапейцаў, краінаў захаду ад Беларусі, вот праз санкцыйны ціск і так далей, не замыкаюць беларусаў унутры краіны, і яны адварочваюцца ад Еўропы, і, адпаведна, тут немагчыма чакаць, што будуць нейкія змены ці ўздым беларусаў, і, адпаведна, той самы настрой, про который вы кажаце. Я еще не до конца разобрался в ситуации, у меня мало информации вообще о белорусах, которые живут в стране. Вот, с ними вообще трудно как-то связаться. И вот надеюсь, что
что ваш канал смотрят через спутник, да, это же возможно, мне это тоже вот У интересно. Ютубе таксама каля 70%, 80 нават часамі з Беларускага, Беларусі. Гэта з беларуская Беларусі. аўдыторыя. Так. Их за это не привлекают? Мы вельмі спадзяемся, што яны робяць гэта бяспечна. Я Так, у понял. нас, я нагадываю глядачам еще раз, что у нас под нашей трансляцией заўсёды ёсць спасылка, по Інструкцыя. якой можна прачытаць інструкцыю, як глядзець бяспечна Белсат, як чытаць, лайкаць і каментаваць. Сергей, все-таки давайте вернемся яшчэ крышачку 20 год, вось у гэтую изоляцию. Як вы даведаваліся пра падзеі 9-16 жніўня, што вы чулі? Ну, я помню 9 августа, в 10 вечера был отбой, я на Володарского находился в СИЗО, и там чуть позже, ближе к 11, крики какие-то, взрывы, люди там за дверью, милиционеры, и слышал их разговоры, им там выдали оружие, то есть человек стал с пистолетом возле моей камеры, не знаю, там совпало так или нет, что он возле моей камеры стоял, но, значит, они очень были напуганы, и где-то ближе, я не помню, наверное, к часу уже все полностью успокоилось, им по рации сказали, все, можно сдать пистолет, но перед этим вот девушка там, конвоир тоже спрашивала, а что случилось, как говорит, прорвали, а что прорвали? Ну, где прорвали? Везде. И я думал, все, сейчас ворвутся нас освобождать уже, если честно. И вот с этим настроением, с этим ожиданием вот я 5 лет и прождал. А вось тады, калі Святлану Ціхановскую вывозили ў Літву, ці казалі вам, што ваша жонка здрадница, што вот яна Ничего здрадила такого не народу, что она сбегла с Беларуси? Ничего. Нет, мне об этом рассказали адвокаты, когда пришли. Они рассказали, что и как произошло, что Светлана пошла подавать жалобу в ЦИК вместе с адвокатом, по-моему, со знаком. И все, и она с этого ЦИКа уже не вернулась. Ее ждали журналисты, там все из другого хода куда-то выбросили, там и Ось все. гэты чалавек, які з'явіўся у Паўлючэнка, Алексей, ці ён вам нейкім чынам вядомы, што вы... Что вы ведаеце? Я Лукашенко в СИЗО КГБ говорю, и вы что, эту мразь Павлюченко отправили к моей жене? Я думал, это тот Павлюченко, который, знаете, стоял за Дотычный, убийством. да, да, а Лукашенко, да, знаете, что сказал? Нет, это другой. Это другой. Это другой, представляете? То есть он тоже понимает, так, о чем речь. Вот, это был другой Павлюченко. Ну, там же в этом ролике видно, что они из кусков смонтировали, задом наперед эти куски ставят, там делают как хотят. То есть, если бы они же хотели что-то выложить, я говорю, выложите запись эту из СИЗО КГБ 5-часовую всю длину, да, посмотреть, чтобы люди видели, что он там говорил. Или с этих регистраторов, ну, целиком бы выложили, что они там куски подставляют, какие-то голоса где-то, наверное, какие-то записывают уже с помощью До речі, искусственного от интеллекта. датычна гэтага фільма мы сёння задаем пытанне традыцыйна нашим гледачам. Сёння пытаемся пра вось гэтую сітуацыю з канвертам з грашыма ад уладаў для Ціхановскай. Пытаемся, у чыю версію, расказаную падзею яны вераць. Ці у версію прапагандыстаў, ці у версію Святланы Ціхановскай. Альбо нікому. І маем такія вынікі. У версію прапагандыстаў вераць 13% тых, хто взял удзел у нашым галасаванні. У версію Ціхановскай вераць 59% і нікому не вераць 29%. Чаму, на вашу думку, такія вынікі? Чаму нікому вераць 30%? Нікому не вераць. А белорусы, по-моему, давно никому не верят. Дело в том, что с той стороны льется такой объем лжи, такое огромное количество, что люди уже не знают, как в этом разбираться. Они, мне кажется, не интересуются. Мне вообще очень странно, почему вы 5 лет прошло, а вы еще слушаете пропаганду Лукашенко, комментируете эти какие-то ролики. Для меня это вообще непонятно. Это для того, каб уласна тлумачыць людям, якія могуць яшчэ верыць у гэтага ўсё, што варта аб'ектыўна глядзець на гэтыя факты. Сергей, яшчэ ёсць пытанне ад нашых гледачоў. Мы іх прасілі. Адно з пытанняў, калі збіраецеся прыехаць ва Вроцлаў, у Польшу? Я сейчас после поездки по США планирую как раз дальше поездить по польским городам. Может быть, мы сделаем что-то такое, как когда-то в Беларуси, вот с автопробегами, там, заездами в самые крупные города. Такое, да, это мы будем делать. Як разумееце слово «свабода» і якія перамены ў Беларусі вы лічыце па-сапраўднаму магчымымі? Ну, мы ўжо, в принципе, гэта абмяркоўвалі, але, можа, что такое свабода? Ой, про свободу уж это широкое понятие. Ну, вот я когда в тюрьме был, то есть вот я был на свободе там в камере, а вот вокруг там в Беларуси, вот после этих стен, везде была тюрьма. Вот я так бы сказал, да. Таксама пытаюцца нашыя гледачы, ці вы гатовыя падтрымліваць добраахвотнікаў, якія змагаюцца ва ўкраіне за свабоду Украіны, незалежнасць Украіны, ці варта, магчыма, зрабіць ад вашага імя збор на дапамогу?
Ці ёсць такія планы? Я думаю, да, я с удовольствием бы и сам съездил с ребятами познакомился. Может, будет у нас какой-то визит в Украину, и я думаю, что в рамках этого визита можно будет съездить и познакомиться с нашими ребятами, которые там воюют, которые понимают, что у нас с украинцами один общий враг. Это режим Путина, режим Лукашенко. Вот. Хочется этих ребят поддержать. Я понимаю, в каких они условиях там и рискуют каждый день своей жизнью, сражаясь за нас, пока мы тут спим на диванах. І, до речі, наконт вашого здоров'я таксама наші глядачі пытаюцца. У свой час пасля выхаду вы казалі пра тое, што працягваеце страчваць вагу і, магчыма, вас атруцілі. Як цяпер выглядае сітуацыя? Начал набирать уже вес. Уже теперь я боюсь, чтобы не слишком быстро, да. Стараюсь больше овощей есть, там, не есть какую жирную пищу. То есть все нормально. Вот боюсь вырасти из костюмов, придется опять у жены деньги одалживать. Вось наконт здароўя. Вядома, што вельмі цяжка было ўвесь гэты час прабыць там, на гэтай ежы. Вы казалі, што вас адмыслова адкормлівалі. Як зараз ідзе адаптацыя ўвогуле вось да гэтага жыцця з нармалёвай ежай, з нармалёвымі ўмовамі? Наколькі хутка у вас гэта адбылося? Мне кажется, даже несколько дней, и все, я в какой-то другой режим вошел, перестали какие-то тревожные сны сниться. Вот я вообще ночью ничего не снится. То есть я даже, мне кажется, это здорово. Это какой-то признак какого-то здоровья, потому что в тюрьме постоянно были 8 каких-то тревожных снов за ночь, постоянно просыпаешься там через час, то есть какой-то ужас. Здесь все, ложусь спать. Единственное, что долго не могу спать. Вот рано просыпаюсь и все. Хотя раньше до тюрьмы я спал 8 часов стабильно, не знаю почему. І таксама гледачы пытаюцца наконт вашай паездкі ў ЗША. Як гэта, вядома, што не танная паездка, за які кошт яна фінансуецца. І я думаю, што тут варта таксама не засяроджвацца толькі на грошах, але агулам ці гэтая паездка звязаная з офісам Ціханаўскай, ці вы разам, як вы далей бачыце? Нет, это моя собственная инициатива. Однако я знаю, что вроде Светлана собирается тоже в сентябре в США, там у нее будет визит в Нью-Йорк, в Организацию Объединенных Наций, может мы там встретимся. Вот. И я просто хочу встречаться с людьми, как я это делал в Беларуси, в разные города, разные штаты, приезжать, общаться, понять, чем они живут. Это моя инициатива собственная. С каких средств будет сбор тоже объявлен, вот на билеты в США мне, например, Прокофьев прислал там несколько тысяч, да, чтобы я мог купить себе и оператору, там, ребятам, которые со мной едут в команде, билеты. Так что я думаю, что белорусы, которые живут в США, они поучаствуют в этом. Если они хотят встретиться, то я думаю, что мы сможем там найти деньги на перелеты внутри страны там, и на то, чтобы вернуться обратно. Таксама праз Google форму вы збіралі каманду, і Да. была інфармацыя пра тое, што каля 500 асобаў хіба запісаліся. Як цяпер выглядае гэтая сітуацыя, і каманда для чаго гэта ствараецца, чым будзе займацца? Люди хотят помогать, люди живут в разных странах. Там около 100 человек из Беларуси тоже обратился. Вот я хочу, используя ваше эфирное время, сказать, что я им никому не отвечал, и потому что мне сказали, это небезопасно, да, они могут попасть в тюрьму. И то некоторых там на КГБ и ГУБОПИК какие-то подставные сайты, какие-то боты там посоздавало, и людям дают какие-то задания, они что-то делают. То есть не у меня в моих формах, не у меня на канале, а там где-то какие-то другие они площадки посоздавали, и кто-то там подал свои данные. То есть это все ложь, нигде, кроме YouTube-канала «Страна для жизни», мы ничего не собирали. Там была ссылка единственная действующая на Google форме. Сейчас там уже сбор закрыт, то есть мы в команду уже никого не приглашаем, работаем с теми, кто есть, пытаемся со всеми связаться. Вот, люди многие хотят помогать, кто-то там в съемках, кто-то там приглашает в гости, там свою страну хочет показать и так далее, и так далее. Кто-то хочет в соцсетях помогать там с активностью, вот, кто-то там обеспечить там, значит, встречи с диаспорами и так далее. Можем толькі вам пазычыць, пажадаць поспеху. Дзякуй вялікі за гэтую размову. Сергей Ціханаўскі, былы палітвязень, палітык і блогер у нашай студыі.